Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели», в студии Олеся Григорьева. Реализация программ по строительству и модернизации образовательных учреждений, обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинской помощи. Эти и другие темы обсудили с населением в ходе единого информационного дня. В очереди на получение места в детский сад находится 1229 детей в возрасте до 3 лет. В целях обеспечения местами начато строительство детсада на 240 мест в микрорайоне Восточной. В течение 2 лет его планируют достроить. Также стоит проблема вторых смен в школах. Наиболее загруженными являются 10 и 11. В 2014 году, за 4 года, количество учащихся в городе Канаш увеличилось на 800 человек. Согласно Санпину, в школах у нас мест на 5400 человек, а на сегодняшний день у нас 6384 ученика учатся в этих школах. И 530 детей у нас обучается во вторую смену. Прям буквально на прошлой неделе у нас было получено положительное заключение экспертизы по дополнительному пристрою по 11 школе на 500 мест. И после строительства этого пристроя вторых смен у нас в городе Канаше не должно быть. В очередь на капитальный ремонт включены 1, 8, 9, 10, 11 школы и лицей. В 6 проводится капитальный ремонт здания. На эти цели в 2018 году выделены целевые субсидии из средств местного и республиканского бюджетов. Коллектив общества «Аурат СВ» задавал актуальные вопросы. Жители центра города просили школу и садик навести порядок на детской площадке. На элеваторе отопление не на должном уровне, в квартирах холодно. Вопросы по маршруту до промышленной зоны и качественной дороги глава Андрей Константинов и начальник финотдела Игорь Семенов взяли на карандаш. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов, Аурат СВ. В Чувашии, как и по всей России, осенний призыв в армию стартовал 1 октября. Республика получила наряд от штаба Центрального военного округа на 1330 новобранцев, в том числе 130 ребят из Канаша, Канашского и Янтиковского районов. Об итогах призывной кампании вам расскажет Марина Баринова. Осенняя призывная кампания набирает обороты. Ряды российской армии пополняются новобранцами. Однако отдавать долг родине торопятся не все. Молодые люди, которые по разным причинам не являются на призывные мероприятия, называемые в народе уклонистами, не считают нужным служить. Комплекс мероприятий по борьбе с ними был рассмотрен подробно на межведомственном совещании. Сегодняшнее мероприятие мы межведомственно проводим с целью привлечения внимания, прежде всего, призывников и их родителей. Призывников, которые к нам по приглашению, по вызову военного комиссариата или сотрудников, специалистов, военно-учетных работников сельских поселений не приходят в военный комиссариат для прохождения медицинской комиссии и принятия решений призывными комиссиями муниципальных образований в соответствии федерального закона о воинской обязанности военной службы и указа президента Российской Федерации. Если он студент, значит, получит отсрочку. Если ограниченно годен, к сожалению, по состоянию здоровья получения военного билета, подлежат призыву, значит, на рассмотрение о призыве. На совещании были озвучены фамилии тех, кто специально уклоняется от службы в армии. Их личные дела отправятся в следственные органы. С 2014 года вступил в силу приказ Министерства обороны номер 495, согласно которому гражданину, не имеющего законного основания для освобождения от службы, выдается справка вместо военного билета. Данная мера позволит сократить число уклонистов. Те лица, которые не проходили военную службу, не имея на то законных оснований, в ходе беседы с ребятами, мы с 17 лет начинаем об этом говорить, военные билеты не выдаются. Рассматривается, кому уже за 27 лет на призывной комиссии, и в основном выдаются справки взамен военного билета. Это на контроле военного прокурора Казанского гарнизона. В ходе совещания были определены задачи как перед главами сельских поселений, прокуратуры, так и правоохранительными органами. Марина Баринова, Елена Бладцева, «Вести недели». 10 призывников из Чувашии пополнили ряды самой престижной воинской части страны. Новобранцы отправились для прохождения службы в президентский полк. С ними встретилась Марина Баринова.
Ежегодно в период осеннего призыва молодые люди Чувашии направляются для прохождения военной службы в эту уникальную по своей специфике выполнения задач воинскую часть. Не исключением является и призыв осени текущего года. На сборном пункте Чувашской республики сформирована команда для отправки в президентский полк в составе 10 человек. В их число вошел и призывник из города Канаша Радик Шамсуддинов. В школу, поступил в финансовый колледж, окончил его. После этого задумался о армии, решил пойти в президентский полк попробовать. Вот и теперь меня забирают уже, чтобы все вернулись, отслужили, чтобы то, что они задумали, у них сбылось. Хорошая служба. Требования к кандидатам для службы в президентском полку очень высокие. Молодые люди должны хорошо владеть русским языком, обладать высокими морально-деловыми качествами. Самая первая задача – это влиться вообще в эту всю систему. Как это все происходит. То, что, говорят, может легко, но на самом деле это многого стоит. Это очень тяжело. Первый месяц ты просто приходишь туда и начинаешь привыкать. То, что это распорядок дня, тоже, можно сказать, прием пищи. Вот это все, то, что это, нет такого на гражданке. А там только здоровое питание, вот я считаю. А вот для тебя, что было таким личным успехом для себя? Самым личным успехом, я считаю, то, что перед службой в армии я очень много занимался боевой подготовкой, тактической и физической подготовкой. За год я считаю, то, что просто стал крепче. Вот сегодня в зале сидят сзади меня ребята не только, которые будут служить в президентском полку, так как мы говорим. Рядом еще сидят ребята, которые, будем говорить, уходят сегодня тоже в войска, в другие части подразделения, не менее важные, чем президентский полк. Мы искренне поздравляем всех ребят с праздником и желаем им хорошей службы. Они для нас все дороги. Поэтому просто в лице этих мы чествуем, республика чествует своих сынов, которые в течение призывной кампании осень-зима 2018 года будут отправлены в войска. Военнослужащие запаса, прошедшую службу в президентском полку, доложили военному комиссару Чувашии о прохождении службы. Дальнобойных запасов, отслуживших в президентском полку, комендатуру Московского комитета Федеральной службы охраны Российской Федерации докладывают: отслужили с достоинством, честь Чувашской республики не уронили. Задача, поставленная нам от имени Чувашской республики, выполнили. Докладывал рядовой Паров. Вольно. В знак признательности за достойную службу молодым людям вручили памятные часы с чувашской символикой. Сегодня делается очень много в плане воспитания подрастающего поколения. И правительство Чувашской республики совместно с заинтересованными органами целенаправленно, подчеркиваю, целенаправленно, грамотно, методично, планово выполняется работа по патриотическому воспитанию молодежи. С Днем призывника, который вся Россия отмечает 15 ноября, поздравил всех присутствующих военный комиссар Чувашии Александр Макрушин. Он обратил внимание на сидящих в зале будущих моряков, которые будут проходить службу на ракетном катере «Чувашия» и базовом тральщике «Новочебоксарск», а также ребят, которые будут служить в сухопутных войсках, и пожелал им достойной службы. В ходе торжественной церемонии призывникам 2018 года, уходящим на службу в президентский полк, заместитель председателя Кабинета министров Чувашской республики, руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев вручил напутствие от имени главы Михаила Игнатьева. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Елена Блацова. Специально для телепрограммы «Вести недели». Добрый час, добрый час, добрый час. В третье воскресенье ноября весь мир отмечает День памяти жертв ДТП. Начальник отделения ГИБДД по городу Канашу Михаил Егоров совместно с сообществом «Дорожная обстановка-21» организовал рейд, где напомнил участникам движения, что каждого из нас ждут дома. Ежегодно на дорогах погибают миллионы людей. Многие получают травмы и навсегда остаются инвалидами. Рейды с участием волонтеров в Канаше проводятся ежемесячно. Работа приносит свои плоды. В городе количество ДТП уменьшается. Молодцы, очень хорошее мероприятие проводится, конечно, для людей. Стараемся. Не только я, кажется, не знала, а многие не знают. Вот теперь буду знать. Сотрудникам ГИБДД большое спасибо, то, что вот такую организовывают акцию. Спасибо, молодцы. Да, молодцы. Участники сообщества «Дорожная обстановка-21» подготовили флаеры и раздали их водителям и пешеходам. Это возможность вспомнить о погибших, а также, в свою очередь, напомнить живым, что нужно соблюдать правила дорожного движения
не торопиться на дорогах и быть аккуратными. Волонтеров с каждым годом становится больше, и каждому из них не безразлична судьба ближнего. От лица ГАИ города Канаша от себя лично хочу выразить огромную благодарность всем, кто тут сегодня собрался, остался не безучастным, кому не безразлична судьба нашего города, наших жителей, своих близких. И хочу пожелать мне, чтобы все наши близкие, родственники всегда доезжали домой. Независимо от того, какая категория участников должны быть, пешеходы, водители, пассажиры, велосипедисты, чтобы нас всегда дома дожидались. Вот это я хочу пожелать всем. И в связи с чем за огромный вклад в пропаганду безопасности дорожного движения я хочу вручить благодарственное письмо активистам группы «Дорожная обстановка 21». Отец Александр и все участники Дня памяти посетили храм, поставили свечи за упокой. Соблюдать правила дорожного движения – это очень важно. Есть закон Божий, нарушая который можно получить наказание от закона же Божьего. Только через какое-то время, может сразу. Но правила дорожного движения, если нарушаешь, то наказание может последовать сразу. Поэтому берегите свое здоровье, берегите себя. Будьте здоровы, дай вам Бог помощи и с Богом аккуратнее на дороге. Ценить жизнь свою и чужую – то, чему стоит учиться. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Блатцева. Вести недели. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Каждый из нас точно знает, что покупать товары проще и дешевле в больших гипермаркетах, чей ассортимент позволяет приобрести не только продукты питания, а также хозяйственные товары и бытовую технику. «Светофор» – один из представителей крупных гипермаркетов нашего города, и его предложения все чаще привлекают покупателей новизной ассортимента. Мы частенько сюда приезжаем, заезжаем. Хороший очень магазин, нам нравится. Всей семьей бывает, с детьми, с внуками приходим. Откуда? Для родственников из Татарии приезжаем, из соседней республики. Спасибо, что товар хороший и доступный. Существующие акции позволяют посетителям покупать товары с ощутимой скидкой. Так, например, при покупке на сумму от 2000 рублей покупателю выдается купон на участие в акции в честь дня рождения гипермаркета «Светофор», который состоится 2 декабря в час дня на площадке магазина. Мне очень нравится этот магазин «Светофор». Мы сюда приходим часто, потому что цены низкие по сравнению с другими магазинами. Выбор лучше намного. Я участвую в акции и приду на день рождения «Светофора» 2 декабря. Раскроем секрет. Стиральная машина, телевизор и пылесос – это еще не весь перечень призов, которые получат обладатели счастливых купонов. Нужно лишь успеть их получить. Гипермаркет «Светофор» предлагает огромный ассортимент по выгодным ценам. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. В честь своего дня рождения магазин дарит подарки. Участвуйте в акции, приходите за призами. Будем рады вас видеть. А сейчас обратите внимание на новые предложения гипермаркета «Светофор». Свинина – килограмм 159,90. Мука – 49,90 за 5 килограмм. Чай «Липтон» за 100 пакетиков 99 рублей 90 копеек. Стиральный порошок «Миф» 5 килограммов 400 грамм всего за 249 рублей 90 копеек. Гипермаркет «Светофор» также предлагает порадовать своих деток к Новому году вкусными сладкими подарками. Всего за 199 рублей 90 копеек за килограмм. Успейте приобрести товары по выгодным ценам и стать обладателем счастливого купона.